Уважаемые дамы и господа, наступил момент, который вы все так долго ждали. Лига Open FC с гордостью представляет вам главное событие вечера. Пятираундовый бой за титул чемпиона OFC в полусреднем весе. Представляю вам судейский корпус. Главный судья Виктор Корнеев. Судьи у клетки. Денис Тимошенко, Алексей Капустин. Ваш судья-хронометрист Игорь Григорьев. И со звуком сирены рефери в октагоне Максим Протасов. Итак, дамы и господа на трибунах. Миллионы фанатов OFC во всем мире в прямом эфире с МТЛ-арены. На телеканале «Матч Боец» главный бой вечера, бой за титул чемпиона Open FC. Представляю вам соперников. И первым претендентом в синем углу клетки. Ему 24 года. Рост 179 сантиметров, вес 77,4 килограмма. Его профессиональный рекорд 21 победа, 5 поражений при одной ничьей, 13 побед одержаны досрочно. Представляющий клуб Альфа Профи из Иссык-Куля, Кыргызстан, вот он, претендент Эдил Эсинкулов. А вот и его соперник в красном углу октагона, обладатель чемпионского пояса. Ему 28 лет, рост 177 сантиметров, вес 77,6 килограмма. Его профессиональный рекорд 16 побед, 3 поражения при 2 ничьих, 13 побед одержаны досрочно. Дамы и господа, родом из Тамбова, а ныне представляющий Санкт-Петербург, Россия, царствующий на чемпионском троне Open FC в полусреднем весе. Приветствуйте, Данила Приказа! Дайте середину. Парни, внимательно слушаем мою команду и активно защищаемся на протяжении всего поединка. Руки пожали. По углам. Итак, долгожданный главный бой сегодняшнего вечера. Чемпион Данил Приказ защищает свой титул против Эдила Эсингулова. Видим мы статистику спортсменов. У Эсингулова очень серьезная выигрышная серия из 11 боев. В лиге Open FC он провел только один поединок. Единогласным решением судей победил Анвара Черкесова. После чего, собственно, и получил титульную возможность. Сразу же заходит в борьбу Эсингулов. Не хочет он испытывать на себе ударную мощь Приказа. Но пока что Эсингулову получается перевести Приказу в партер, но партер пока что, скажем так, не стопроцентный. Приказа на одном колене. Если сейчас точки опоры он найдет, он может встать, подняться. Да, это и происходит. Эсингулов очень сильно включился. Треугольник сразу же. Смотрите. Приказ закрывает ноги на треугольник, но нужно, конечно, плотнее его закрыть. Эсингулов совершил ошибку. Но достаточно высоко закрыт замок. Будет тяжеловато его затянуть. Эсингулов человек в борьбе достаточно хорошо понимающий. Да, и видно, что выходит там, по-моему, правая рука, переходит на рычаг локтя. И нет, Эсингулов выходит с опасного положения. Так, начал я говорить о том, что получил Эсингулов титульную возможность, проведя всего один бой. Но, наверное, по общим заслугам более это было. В его профессиональной карьере он одержал 10 побед нокаутами, техническими нокаутами, 4 болевыми удушающими приемами и 7 побед было решениями. Данил Приказа, в свою очередь, провел уже 3 успешных поединка в лиге Open Fighting Championship. Сначала он победил Нодара Кудухашвили нокаутом в первом раунде. Это был на втором турнире лиги. Затем в титульном поединке против Максима Грабовича он также нокаутом в первом раунде победил и защитил свой пояс против Джонаса Буэна. Угадайте, да, также нокаутом в первом раунде. То есть Приказов в своих крайних поединках
в своих 4, если быть точным, не доходил дальше второго раунда. А если мы говорим про Исингулова, то у него 7 побед решениями. То есть он дистанцию хорошо чувствует. И при этом, одну секунду открою статистику, ну, из последних 4 боев у него тоже 2 было решения. Поэтому вязкая манера ведения боя, она больше благоволит Исингулову. Приказа за взрывное начало, взрывную ударную технику. Исингулов во многих своих боях сразу же в первом же раунде, на первых же секундах поединка проходил в ноги, и этот бой не стал исключением. Мы Приказу давно не видели в борьбе, потому что крайние поединки все были в ударной технике, и интересно посмотреть было как раз, как он сумеет противопоставить свою борьбу против борьбы Эдила Исингулова. Видим мы, что пока не получилось ему эффективно работать, но чемпионская дистанция, 5 раундов, времени более чем достаточно. И каждый раунд начинается на ногах. На ногах мы знаем, что в стойке у Приказа будет объективное преимущество. В борьбе объективное преимущество Исингулова. Вновь Приказа был в полупозиции для того, чтобы подняться в стойку. Исингулов не дал ему это сделать. Вновь вставляет ноги Приказа, чтобы создать пространство между ним и соперником. Для того, чтобы, используя это пространство, подняться. Но пока неудачно. Минута остается до конца раунда. Хорошие несколько ударов с позиции сверху от Исингулова. Хороший такой секущий локоть. Видимо, покраснение на лице у Приказа, но пока рассечений вроде нету. Слышим подсказки из угла Приказа, что надо рисковать, надо вставать. Даже если спину при этом рискнуть отдать, все равно надо активно работать. Эти подсказки ему дает никто иной, как Шарап Давлатмуродов, боец лиги Беллатор. Долгое время друг и спарринг-партнер Данила Приказа. И также в прошлом боец лиги Open Fighting Championship. Пытался сейчас Данила подкрутить таз, возможно, для выполнения приема, но... Итак, заканчивается первый раунд. С явным преимуществом Исингулова он прошел. И ваша Вантешка Салама. Это главный вечера. Видим мы повторы тейкдаунов в исполнении Исингулова. Недюжей силой, я скажу вам, надо обладать, чтобы человека вот так вот запускать в воздух. Второй раунд. Так, посмотрим, продлится ли стойка во втором раунде дольше, чем в первом. Или Исингулов также не будет рисковать. Видимо, как низко встал в стойку Данила Приказа, закинул левый хайкик. Исингулов поймал ногу. Пытается он сейчас забрать захват вокруг бедер Данила. Ну, пока что вроде достаточно успешно обороняется Приказа. У Исингулова, по-моему, только одна нога в контроле. Приказа широко расставляет ноги специально для того, чтобы его оппоненту было сложнее соединить замок за двумя ногами.
Исенгулов уходит на колени, пытается стянуть оппонента. Все равно контроль одной ноги остается. И у Исенгулова контроль на поясе. Стягивает он приказу в партер. И за спиной у него оказывается. Очень неприятное положение для Данила. Видим, что жесткие попадания были от Исенгулова. И безответные атаки. Да, Даниле там что-то не понравилось в действиях рефери Максима Протасова. Ну, на грани, конечно, да, действует Эдил Исенгулов. Вот эти удары коленями были опасными. Но Данил, наверное, слишком много внимания пытался привлечь, перестал защищаться в моменте. И близок был вообще рефери к тому, чтобы остановить поединок. Но пока что ситуация, как говорят, стабилизировалась. Исенгулов еще такой всплеск энергии произвел. Возможно, сейчас более экономно начнет работать. Приказе, конечно, тяжело будет подняться из этой ситуации. Исенгулов, еще одно жесткое колено туда, в спину. На грани, да, на грани работает Исенгулов. Приказа закрылся. Нельзя ни в коем случае ему пассивно защищаться в этой ситуации. Еще одну. Ну, держится приказа там за копчик. Или куда-то в район почек наносит удары Исенгулов. Да. Мы сегодня видели уже финиш из этой позиции. И, ну, я думаю, что очень больно сейчас Даниле после этих ударов. Еще и в затылок сейчас прилетело ему. Получается приказе встать. Это такая маленькая победа для него. Еще и, по-моему, шею прихватил он. Прихватил шею Исенгулова, но нет хорошего контроля. Слышим, и как публика, конечно, Данила поддерживает. Да, не получилось ему забрать удушающий. Но хотя бы выбрался он из той очень плохой позиции, в которой находился он практически весь раунд. — 20 секунд до конца второго раунда. Вновь очень доминирующий раунд для Исенгулова. 10 секунд до конца. Сейчас объясняет, видимо, свои решения рефери Максим Протасов Даниле. Хотелось бы увидеть повтор еще этих ударов. Ну, конечно, очень выжато выглядит Данила Приказа. Напомню, что в последних 4 поединках он не заходил дальше второго раунда. Сейчас начнется 3-й из 5. Исенгулов выглядит, конечно, намного более свежим.
Вот это колено в плечо было. Вот это в ребра. Секунданты за клетку. Итак, начало третьего раунда. Видно, как тяжело приказе. Но бой начинается в стойке, а у панчера всегда есть шанс. Хорошо уклонился приказ, но видно, как замедлился он. Исингулов намного свежее. Приказе ни в коем случае нельзя застаиваться около клетки. Это как красная тряпка для быка, для борца, когда соперник у клетки оказывается. Это прям сигнал для прохода в ноги. Исингулов поджимает. Приказа хорошо уклонился, но Исингулов сразу же потом пошел в ноги. И защита от прохода есть. Есть защита от тейкдауна. Для приказа очень хороший знак. Но надо ему, конечно, больше ударов в стойке наносить. Фронт-кик в пах в исполнении Исингулова. Низкий. Неприятно. Есть до 5 минут у Данила на то, чтобы восстановиться. В его ситуации это очень хорошо. Потому что очень много сил, конечно, он потратил в первых 2 раундах. Намного больше, чем его оппонент. И показывает... Давайте повтор пока посмотрим этого действия. Тут со спины будет не видно. Но Данила показывает, что готов он продолжать поединок. Джебом работает Исингулов. Приказы пока не отвечает. Опущенная левая рука у приказа. Меняет он стойку. Заряжает левую. Вдогонку правую попадает. Хорошо на уклоне сейчас сработал серия на руках. Исингулов говорит: а мне хватит твоей ударной техники, пошли бороться. И приказа, ай-яй-яй, защищался, но все-таки оказался в партере. 2:47 до конца третьего раунда. Исингулов сейчас не отпустит Данилу. Точнее, не захочет его отпускать. У Данилы, конечно, были определенные успехи в этом раунде. Но опять половину раунда под угрозой пролежать снизу. Потому что Исингулов будет абсолютно методично сейчас работать, не будет рисковать. Рисковать нужно Даниле Приказе. Он проиграл первые 2 раунда. Сейчас отдает он позицию халфгарда. Надо ему вытаскивать свою правую ногу из-под себя. Где бы взять на это силы? Исингулов показывает активность, наносит не амплитудные, не серьезные, но все-таки удары. Рефери Максим Протасов близок к действию. Исингулов руку заблокировал. Приказ освобождает ее. Улучшает позицию Исингулов. Боковой контроль. Сейчас попытка распятия будет. Отключает одну руку он у Приказа. Потенциально плохая ситуация. Еще хуже, чем была.
Нет, в приказе удалось восстановить позицию халфгард. Маленькая победа для него. Ой, вот этот неприятный удар был сейчас справа от Исингулова. И, по-моему, правый глаз очень сильно заплыл сейчас у Данила. Да, еще одна неприятность в этом бою. Закрывается Данила. Пассивная защита. Сейчас Максим Протасов близок к тому, чтобы остановить поединок. И все. Для награждения добро пожаловать президент Лиги Open FC Александр Гурьянов. Первая леди Open FC Анна Гурьянова. Вице-президент Open FC Сергей Гордеев. Генеральный промоутер Рейд Промоушен и генеральный директор студии персональных тренировок Рейд Боксинг Клаб Михаил Чуть-Навес. Владелец клуба Аль-Мудар Суэльбек Атушев. Профессиональный боксер, чемпион мира. Сибирский Рокки Руслан Проводников. И боец лиги Беллатор Шараф Давлатмуродов. Итак, поздравляем нового чемпиона Лиги Open Fighting Championship Эдила Исингулова. Видим мы серьезные повреждения на лице бывшего уже чемпиона Данила Приказа. Удалось Исингулову навязать свой ход поединка, борьбу. Дамы и господа, рефери поединка Максим Протасов остановил бой через 4 минуты 25 секунд третьего раунда. Техническим нокаутом добивания одержал победу и стал новым чемпионом Open FC в полусреднем весе Эдил Иссык-Кульский дракон Исингулов! И аплодисменты его сопернику Даниле Приказа. Общее фото.